Всем большой привет, друзья! 14 ноября на календаре. Время уже половина второго, и у нас светового дня осталось совсем и совсем немножко. Где-то, чуть больше часа. По традиции остановились возле наших елок. И вот такая вот обстановочка у нас на 14 ноября на реке Печора. В принципе, ничегошеньки не изменилось, если только то, что вода пошла на прибыль, забереги появились. Температура всего -2, снег валит уже, не знаю, второй, третий день, наверное, снегопад идет. Вода прибывает, и у нас река стоит местами. Как стоит? Вот она вся открытая, в принципе. Острова еще не унесло. Ледяные острова, на которые на отмеле у нас появились. А так река чистая, вся вот на всем протяжении до Русанова. Выше Русанова, говорят, река застопорилась и там стоит перешеечек. Льдин больших нету, плывет мелкая снежная шуга. И вся река открыта на многие-многие километры. Вот. Полностью открыта, и хрен его знает, когда она у нас еще встанет. Очень долго и долго при такой температуре она будет идти. Возможно даже то, что вода прибывает там, где стоит, при такой температуре теплой, может прорвать и опять унести, и начнется опять ледоход. Потому что сегодня -2, завтра тоже теплая погода, и только послезавтра, возможно, немножко похолодает. Это ни о чем. Если вода прибудет, лед крепчать не будет, может все унести. Ну а на озерах, думаю, уже, наверное, лед не растает. И поедем. Давайте посмотрим. Очень интересно посмотреть нашу ловушку, которую вчера закинули для живцов. Земляков встретил, Валера с Адафеем идут, говорит, одна жерлица у меня сработана, так что шанс поймать щучку у нас есть. Рыба, говорит, не ловится, погода не клевая, потому что есть рыба, видно, что поклевывает, но не клюет, скажем так. Поехали, посмотрим, ну и заодно и решим, что будем делать дальше. Погнали! Вот такая вот обстановочка у нас на озере на сегодня. Как мы видим, на льду появилась вода, потому что вот этот снегопад выдавил воду с вчерашних лунок. Вот уж чуть вчера пробовали, вот, но ничего не замерзло. Окуня пробовали ловить. Все лунки у нас открытые, не замерзшие. Мужики сюда не приходили. Говорят, у меня один загар был. Вот. Вот, видите, да? На льду вода. Надеюсь, от этого лед слабже не будет, но крепче не будет он точно. Зная то, что здесь толщина не меньше 5 сантиметров, как бы иду смело. Вот один загар у меня. Не знаю, здесь у нас что? Вымотало полностью до петли. А лед. Здесь нужна пешня. За пешней надо съездить, сходить. Вернее, потом мы это проверим. Потому что вчера я здесь ничегошеньки не переставлял. Думал, все, здесь щуки нет, а оказывается еще есть. И там в конце у нас, в самом конце, одна жерлица, которая оборвала двойник. Я переставил в самое начало. Что у нас там? Так. Не вижу, пока не вижу. Нет. Пока тишина. Ну ладно, в общем, первым делом, пока светло, сейчас проверим наши загары, сработанные жерлицы. Вторым делом проверим ловушку.
большая надежда на ловушку. Взял вот не большую, не маленькую, а целую 30-литровую тюрьму. Если живцы попадут, это будет очень хорошо. Закинем тюрьму, и у нас запас живцов будет. На удочку сегодня ловить не будем. Поднимать жерлицы, пока тепло, тоже не будем. Но переставить переставим. Заодно поменяем живцов всех. И завтра, наверное, будем поднимать уже. Вон, такую 30-ку, если что, закинем живцов. Ну все, пошли работать. Воды очень много на льду. Это сейчас все с первыми морозами замерзнет, и лед уже тогда будет конкретно толстый. Так, ну что я вижу? Я вижу, что сработала у нас не одна, а две жерлицы. Это, во-первых, там третья. И тут, и тут, и тут, и тут. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Пока долбить не будем. У нас есть подледная камера. У нас тут ничегошеньки, наверное, не замерзло. Да, вон. Совсем ничего у нас не замерзло. Сейчас посмотрим подледную камеру. Подводную, вернее. Что у нас там в ловушке? Надеюсь, видно. Так. Так. Работает? Нет. Что-то вчера она замыкала у нас уже. Угу. Запись включаем. И давайте посмотрим, что у нас там подо льдом. Немножко, говорит, плотва поклевала, немножко окунь. Окунь хуже. Вот у нас тут это веревка была. Вот она веревка. Окунь, говорит, хуже, но на блесну, говорит, 5 или 6 плотвичек даже попалось. Сейчас, наверное, у нас, да, прямо легла на раколовку. Ну, большого обилия. Так, у нас ничего не видно. Рыбы что-то не видать. Ух ты. Трещит. Лед-то трещит там. Подтаял и трещит. Опасно сейчас. Если рыбы нет, нафиг я даже поднимать не буду. Подниму, когда замерзнет. Так. Где там раколовка? Вот она, раколовка. И походу она пустая. Ну, где ты? Вот она. Эксперимент не удался. Прикормка мешочки, а в раколовке пустота, ни одной
Ни одной рыбки нет. И рядом ни одной рыбки нет. Вот тебе на тебе. Вот окунь рядом плавает, вижу окуня. Вот так вот бывает. Ловили на удочку. Плотвы было очень много. А краколовки не подошли. Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Вон рыбка здесь плавает. Вот окунь плавает. Второй окунь подошел, видать, увидели камеру. А сюда лезть не хотят. Как-то вот так. А я взял 30-литровую тюрьму. Так что придется завтра, даже не завтра, 3 сработки, как минимум 3 плотвы я должен сегодня поймать. Поехали. Если не будет ловиться, то у меня запас небольшой есть, придется доставать. Да. Все, выключаем. И здесь выключаем. Так, подсыпали прикормки. И сейчас посмотрим. Будет ловиться, не будет плотва. И еще мужики сказали, что на опарыша плотва не ловится, ловится на червя. А у нас забыли дома в холодильнике опарышей. Так что завтра, не завтра, а сегодня придется выйти на огород и поискать червей. Если пока тепло, если на червя ловится, будем ловить на удочку. Если раколовка не работает, есть. Клюет, это уже хорошо. Нам буквально 3 плотвички хотя бы. Так. Вот так вот. На удочку ловится, в раколовку не лезет. Не знаю, как ловится. Но пока на кусок старого опарыша, который вчерашний оставался. Поклевку мы уже увидели. Закинул прикормку немножко, тутти-фрутти. Ты смотри-ка, а, какие осторожные. Не хотят в раколовку лезть. Так, закинем вторую удочку тоже, что там кусок опарыша тоже есть. Блин, как так-то? Ладно. Нежели богато, нефиг привыкать. Будем ловить живцов, как ловили. На крайняк речного гальяна мы все равно поймаем на раколовку потом. Если что, на мост поедем, на мосту крупный гальян. Так что без живцов не оставались, и на этот год не останемся без живцов. Если что, вон ерша наловим. На налиму, я имею в виду, еж, говорят, ловится на дамбе. Григорьевич говорит, хорошо еж ловится. Крупный, говорит, даже. Крупный-то, если что, на засолку. На живца-то крупный не нужен. Так, ну что? Кто у нас смелый? Правильно мужики говорят. Во. Пошел. Оп, так.
Давайте, давайте. Мне надо 3 штуки хотя бы для начала. 3 живца. Потом все остальное. Минут 10, не больше. Попытаемся. Даже минут 5. Если вот так вот будут мозг компасировать, то бросим это за эту затею и возьмем живцов с тюрьмы, с запаса. Так видно, да? Еле-еле душа в теле. Показала рыба, что есть. Кюкает, но не берет. Надо было мужиков червячка хоть взять одного. О, давай, 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 давай. Не хотят. Ладно, не хотят, как хотят. Пошли возьмем с тюрьмы, да. Проверим наши сработанные жерлицы, пока не стемнело. Хорошо, когда есть запас. Взял половину где-то, еще половина там у меня осталась. А так вот не было бы. Ну где бы я сейчас взял живцов? Я говорю, плотва есть, мелкий окунь есть, и немало здесь. Но не ловится. Так, здесь у нас просто ложная сработка, стопудово. Потому что не размотано. Даже отдалбливать не будем. Так что здесь у нас пустота, я так думаю. Так. Сразу это дело переставим на свежую луночку. До завтра с такой температурой она точно не замерзнет. О, окунь даже живой. Оставляем этого окуня. На месте и... Опа, 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 опа. Ох, блин, сам дернул. Сам дернул. Так, эту шапку убирать не будем. Раз, два, три, 4, 5. Вышел зайчик погулять. С такой температурой здесь уже в этой окутанной снегом лунке точно ничего не замерзнет. До завтра. Так, ну пойдем следующую посмотрим. Сработочку. И там вначале еще одна. Шансы тают на глазах. А здесь у нас петля размотана до петли. До петли размотана. Что-то примерзла почему-то. А луночка не замерзла. Опа! Лед пробился со второго раза. Вот так вот. Тает на глазах. Ну, вроде даже кто-то и дергает пока. Сейчас мы посмотрим. Дойдет, не дойдет. Пока идет. Вот так вот. Есть еще в этой луже рыба. Если здесь рыба есть, значит мы эту рыбу будем ловить.
Леску не кусай. Отдай леску. Отдай леску. Какая хулиганка. Вот такая вот щуренция. Начало есть. Янскадан. Так. Ну, здесь можно, в принципе, на ту лунку-то. Лунка побольше. Видать, одалбливали. Видать, уже здесь щука была. Ну все, распутываем, закидываем по новой. И ждем новых поклевок. Так, щучку мы отцепили. Прочитал в комментариях такой комментарий, что без слез нельзя смотреть на мои жерлицы. Поменяй, говорит, леску. Зачем ее менять? Леска 0,5, суффикс с тестом там 36 килограмм, что ли. Что и станет этой лески? Эту леску еще постараться надо порвать. Бывали зацепы такие об корягу. Я, блин, через куртку наматывал, еле-еле рвал. Леска крепкая. Поводок, да, вот. Ну и чё? Скрученный он поросячий хвостик. И что от этого? Вон, рыба же ловится. Зачем менять? Я не понимаю. Вот зачем? Не понимаю. Давайте окушка поставим здесь. Поставим окушочка небольшого. Посмотрим, что нам скажет окушок. Я специально на спиннинг вот рыбачу. Поводок начнет скручиваться, как бы. Там, да. Я не выкидываю этот поводок, оставляю для жерлиц. Потому что на жерлице какая нахрен разница, какой там поводок. Да ёшкин ты кот. Хоть скрученный 3 раза. Главное, чтобы не перекусанная. Главное, чтобы щука не перекусила, и все. Леску поменяй, поводок поменяй. Новые жерлицы купи, да, которые подороже еще. Без слез. Ну смотри со слезами, ёшкин кот. У меня все просто. Некоторые жерлицам уже не знаю сколько лет. Самое главное, что они ловят. А мне больше ничего не надо. Главное, чтобы снасть работала. А новая или старая, это никакой роли не играет. Понты здесь ни к чему. Так, считай, 1, 2, 3, 4, вот даже 5 пусть будет. И вот так вот. Вот так вот. До завтра. А может быть даже до сегодня. Ну вот. Опа-на. Начало. Начало есть. И у нас еще одна жерлица в начале озера. Но прежде чем туда сходить, схожу до конца. Может быть, отсюда не вижу, но может быть там сработка еще есть. Посмотрим. Так. Не стал тащить сюда пешню. Сделаем немножко по-другому. Вот так вот убираем. Здесь вот леска. Просто рядом просверлю луночку. И веточкой достану. Вот так вот. Пока так. Пока так. О, -2. А такое ощущение, что плюсовая температура. Лед. Вода даже не замерзает. Так. И теперь нам надо. Достать леску тоненькой веточкой. Веточкой. Блин, знаю, что как бы лед толстый, но все равно страшновато.
когда на льду вода. Вот так вот раз. Вот так вот. Поймали. Ну, походу никого. Унесло далеко. Идет легко. Сход. Вот такой вот карасик. Хапнула карасика. Потрепала. И выплюнула. Но карась живой. Так что отпускаем мы обратно этого карасика. Без глаз, без носа, покусанного, но живого. Так. Ладно. Ну вот и все. В принципе, справились с проверкой быстро. И самое главное, от нуля ушли. Одна щучка у нас сегодня есть. Ну, как бы еще не вечер. Сейчас по плану пробуриваем лунки рядом с каждой жерлицей. Переставляем. Меняем живцов дохлых на живых. И пока это дело оставляем до завтра. Завтра, скорее всего, если такая же картина будет, будем поднимать. Но прежде чем поднять, мы завтра половим живцов. Вот такие вот планы. Сегодня планы были поднять жерлицы, но так как погода теплая, всего -2, говорят, еще до плюсовой дойдет, то не вижу смысла поднимать. Пусть ловят, а вдруг что-нибудь да могут поймать. Как-то вот так. Вот такая вот короткая сегодня проверочка. Но еще пока не прощаемся. Возможно, что-нибудь да сработает. Если что, покажем. Что я вижу? У нас сработка. Сработочкой крутит, крутит. А, только-только сработала. Только-только сработала. Только что проходили здесь. Все было спокойно. Сработки не было. Ах ты! Блин, опешню-то я не взял. Опешню-то я не взял. Потому что уже никакой надежды не было. Как? Ножом. Вот так вот бывает. Не перерезать железку ножом. Опа, опа. Пошла, пошла. Пошла, пошла. Сейчас, если леска натянута, пошла, пошла, блин. Тащит. Это, наверное, наша тащука. Блин, и пешня далеко. Блин, тащит, сука. Сходи ты за пешней, ёшкин кот, сейчас перережешь леску. Что у нас тут? Влезет, не влезет? Тут лунка-то есть. Хорошая, большая. Относительно большая. Если щука хорошая, она сюда не пролезет. Что делать? Так. Что делать, что делать?
расширять, если запрещено лень ходить. Два дня сидела спокойно. Да ладно, если наша Маша, то не уйдет. Не будем ждать, пока она ушла. Ушла, значит, Маша не наша. А нет, не ушла, идет, еще идет. Тихо, 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 тихо. Тихо, наша Маша. Вот она и была у нас. Вот она. Вот она, воровка, которая вот здесь вот попадала, и где мы рубили траншею, она такая же по весу была. Так что все у нас получилось. И воровку мы поймали. Где-то с килограммчик. Может быть, кило 100, кило 200, не больше. Примерно по весу она дергала так же. Это Маруська наша. Наша Маруська. Наша Марусечка. Как-то вот так, друзья. Если щука наша, то она наша. То она, если даже и уйдет раз, на второй раз она обязательно попадется. Пришли, посмотрели, загаров нет. Начали менять, надежды практически не было никакой. Бац. И вот она вторая. Так что я говорю, друзья, еще не вечер. Еще есть надежда. Будем менять, может быть, на свежего живца. Где-то что-то и шевельнется. Где-то пройдем, где-то шуганем. Все может быть. И вот таких вот красоток, возможно, мы еще половим. Не прощаемся пока. Может быть, что-нибудь еще увидим. Так, в общем, друзья, хожу я по жерлицам, меняю живцов. Где-то штук 5-6, наверное, точно я поменял. Дохлые были, что-то живое. Вот подошел к последней жерлице, которая уже у нас поймала 2 щук. И вижу вот такую вот картину. Флажок утонул туда. И жерлица размотана полностью. Я-то издалека думаю, что она, жерлица, вот так вот, по идее, должна быть. Вот так. Вот так. А так как лунка здесь большая, она утонула туда. И, возможно, здесь у нас есть что-то интересное. Сейчас мы это посмотрим. Неужели 3-я щука? Ну, то, что щука здесь была, это однозначно. Просто 2 щуки она уже у нас, эта жерлица, поймала. Вот так вот. Как-то вот так вот. Так, ладно, это потом все разберемся. Флажок вообще вылетел. Говняные жерлицы тоже. Так, и у нас вот такая тут огромная луночка, в которой, возможно, есть щука. Может быть и нет. Так. Траву вижу. Щуки не вижу. Хотя кто-то вроде и дергал, нет? Нет, какой дергал? Подожди. Груз подняла, что-то дергает, да. Вот она, вот. Вот она. Хо-хо-хо! Вот это загадка века. Думаю, живца поднял, грузик здесь. Сколько ж ты, подруга, здесь ждала меня, а? 3-я. Вон, говорят, снаряд дважды в одну лунку не попадает. 3-жды. 3-я. 3-я на сегодняшний день. Вот такая вот красота. И 3-я в этой лунке. Попала на плотвичку. И через траву, видать, пошла гулять. И грузик, и плотва остались в траве. Вот из-за этого меня вело заблуждение. И флажок тоже, возможно, и вчера еще я-то что, смотрю, флажок не горит, и как бы ноль внимания.
Вот такая красота, хорошенькая щучка, где-то около килограмма точно будет. Ну вот, Янцаказан, 3 щуки. Есть еще щука в этой луже, есть, Янцаказан. Так, а у нас осталось там буквально жерлиц 5, наверное, поменять живцов. И может быть еще сегодня не прощаемся, может быть еще что-то интересное сегодня будет. Как мы видим, чудеса продолжаются. Так, ну вот и на сегодня закончили. Вот такой вот результат. Видно, да? 3 щуки. 2 больше килограмма. Это примерно кило 300, скажем, это кило 200. Это меньше килограмма, грамм 600, может быть, примерно. В общей сложности килограмма 3, я так думаю, будет. Поменяли 10 живцов. Сегодня тепло, -2. Наверное, заморозка не будет. Что-то наберу, наверное, полное ведро живцов и оставлю здесь. Закрою крышкой, чтобы выдра не украла. Хотя, если захочет, она и сожрет вместе с ведром. Следы выдры были. Или... Нет, давай не будем лениться. Закину их обратно в тюрьму, чтобы не таскаться. Это будет проще и надежнее. И едем. Сегодня домой не едем. Едем на летнюю кухню. Переночуем. А завтра по новой сюда. И, наверное, завтра уже точно будем сворачивать манатки. Половим живцов целый день. И под конец соберем жерлицы. Будем менять озеро. Как-то вот так. Вот такие планы. А как завтрашний? Может, завтра тут накидает. Хрен его знает сколько. Завтра, если найду сегодня червей, половим еще живцов. И будем сворачиваться. Переезжать на другое озеро. Как-то вот так. Встречаемся на летней кухне. Сейчас это в тюрьму. Собираемся и едем. Ну, наконец-то мы и дома. Вернее, на летней кухне. И на ужин у нас сегодня, как вы думаете, что? Все правильно. Рыба. Рыба — это самый лучший ужин. А если к рыбе еще есть картошка, да если чисто символически пару капель рыбацкого, то это не ужин, а сказка. Никак не можем добить пузырь, помните, да, с прошлого раза? Пару стопочек и прекрасно. Не понимаю тех людей, которые пьют до тех пор, пока плещется в бутылке. Ну, просто я не понимаю таких людей. Не рыбацкий должен руководить человеком, а человек рыбацкий. Я считаю так. Выпил стопку, 2, ну 3. Ну, в зависимости от того, как ты себя чувствуешь, как ты устал, не устал, все такое. И все, достаточно. Не знаю, правда, сегодня, как я буду работать, монтировать. Наверное, опять усну. Я только беру ноутбук в руки. 5, максимум 10 минут и все. Засыпаю уже. Так, ну что, это ваше, это наше. Вот еще один день сейчас в жизни не пойдет, потому что мы его хоть не полный день, но частично провели на рыбалке. Вот. По прогнозу идет потепление, идет подъем воды. Вполне возможно, что река пойдет по новой. Главное, чтобы не растаяло озеро, потому что вы сегодня сами видели на озере сколько воды. Дай бог, завтра еще оно постоит. Завтра уже, наверное, скорее всего, будем сворачиваться. Ладно, будет день, будет пища, будет видно. Приятного всем аппетита. Рыба у нас тут сегодня у нас хариус и сиг вроде бы. Хариузок и сижок. Так что рыба к рыбе. Рыбу взяли, рыбу поймали.
Самое вкусное в рыбе, это, конечно, голова. Это пойманные еще на сети на закрытие рыболовного сезона. Сколько получается? Около 2 недель, наверное, просолилось уже. Соль в меру. Мягенькая, ароматная. И аромат свежепросольного хариуса, это просто, не знаю, не передаваемое, ни с чем не сравнимое. Это просто вкусняшка. Кто-то не ест шкурку, кто-то не ест голову. Я рыбу ем так, что у меня даже позвоночник, кость, и то пережевываю, у меня отхода практически нет. Ничего не остается. Это моя супруга говорит, а почему ты, говорит, глаза закатываешь, когда рыбу кушаешь? Потому что это, говорю, очень вкусно. И закатываю от удовольствия. Так, ну что, долго сегодня задерживать вас не буду. Болтать сегодня тоже долго не будем. Давайте между первой и второй еще маленькую накатим за нас и за здоровье наших подписчиков. И кто уже знает, то знает, но если можно, повторюсь еще раз. Для тех, кто смотрит вот данный ролик не на Дзене, там на Ютубе, ВК-видео или это, в скором времени, скорее всего, Рутуб, ВК-видео, я считаю, это бесполезная, бессмысленная трата времени. Канал поддерживать буду изредка, раз в неделю или 2 раза в неделю ролики будут идти с большим опозданием. Основное направление все-таки будем держать на Дзене. На Дзене по возможности будем монтировать и заливать в первую очередь. Так что подписывайтесь, друзья, на канал Коми Рыбак на Дзене. И смотрите на Дзене, там будет без опоздания. А то я сейчас читаю комментарии в Ютубе. В Ютубе до сих пор смотрят, тысячами просмотров смотрят. Если бы так смотрели у меня на Дзене, было бы просто здорово. И говорят, ну, Геннадий, как ты так? 2 месяца отставания. И в каждом комментарии я объясняю, что Ютуба скоро вообще не буду загружать ничего, потому что я не могу, не то что не хочу, я не могу загрузить ничего. Вот. И в скором времени на Ютубе роликов не будет совсем. Останется только Дзен. Ну и Рутуб, ВК-видео. Так, изредка буду закидывать, поддерживать, потому что все меняется. Может быть, что-то поменяется и в системе оплаты того же Рутуба. Пока это смешные суммы, то, что он выплачивает. Одинаковые просмотры с Дзеном, допустим, а разница в сотни раз. Так что, если Рутуб не пересмотрит свою политику партии, мне кажется, скоро на Рутубе не будет никого. Посмотрим. Все, что он делает, это все к лучшему. Может быть и к лучшему, что Ютуба не стало. Давайте. Так что давайте, друзья, поднимем бокалы за Дзен. Дзинь-дзинь и дзень. И увидимся завтра на канале Коми Рыбак, на льду озера, на жерлицах, на рыбалке. Будьте здоровы!